большой. Сегодня 4-й год, Квирбал, день рождения Сергея Андросенки. Вы все знаете, да? Да. Боже, как ты уже нажралась. Иди сюда, иди сюда. Нет, ты не сходи на сцену, стой здесь. Ты вообще нажралась или что? Солнышко. Ты вообще, разбрат, ты просто нажралась такими сисятками. Сегодня день рождения. Просто у Сережи Андросенко. Я прошу его сюда выйти на эту сцену. Сережа, ты где? Сережа! Я тебя ищу. Выходи, мой солнышко, мое солнышко. Опа, опять. Вы каждый мне норовите наступить на платье просто. Извини, пожалуйста, Вика, это было не специально. Нет, ну каждый, понимаешь, блядь, который сидит в гримерке, мне хочет наступить на мои платья. Ну правда, что я тебе не наступил на подвесную ресницу? О, особенно на ресницу мой макияж весь уйдет просто. Ну, у этого человека сегодня день рождения, вы все прекрасно знаете, давайте бурными аплодисментами похлопаем этому человеку. Боже, Сережа, знаешь, как приятно, все стоят с камерами, все снимают, а потом вы куда это шлете, на БТ? На ОНТ? Это все спецслужбы. Эти папаны все из спецслужбы, да, согласились, да. Вы знаете, самое прекрасное, то, что в этот день рождаются самые великие люди. 30 августа родился один великий человек, да? А он был один, да, он ошибся. Просто далеко ошибся. Родился Сережа Андросенко в этот великий день. Давайте его поаплодируем, что он родился и борется за наши такие права, которые каждый боится себе признаться, потому что я такой, я такая, я люблю трамвая просто. И все. Можно я вас поцелую? Ой, не надо поцеловать его. Хотя бы настоящий. Нет, ну понимаете, я не зря ехала сюда, я пиздёнку накусила. Я все побрила просто. Я посыпала просто. Если бы я знал, я бы его не приглашал. О, да. Нет, ой, конечно, Я все. всегда мог один приехать. Ой, ну все. Сережа, расскажи, папа. Калиновский, надеюсь, история. Видит, дорогая помада пошла по пизде. Понятно. Солнышко, тебе 18. Мы уже с тобой заговорились, это еще не конец вечера. Вы нас рады видите или нет? Ну что, Сереженька, специально для себя, она просто прервала все гастроли. Она не только прервала все гастроли, она просто все отменила, чтобы приехать сегодня сюда, для тебя. Это Ира. Боже, это знаешь кто? Я тебе не скажу, это Леди Гага. Нет, Леди Гага отдыхает просто. Для вас сегодня выступает императрица всея Руси, русской, белорусской, украинской сцене. Ваши аплодисменты! Я не могла просто приехать, ничего тебе не подарить. Ты любишь мультики? Я мультики обожаю. Я тебе дарю нашего российского чебурашку! Пускай он всегда будет, пускай он займет коллекцию капуста. Сюда можно положить. Пускай он займет коллекцию твоей копилки, пусть нас напоминать тебе во мне. А от этого прекрасного вечера, прекрасных людях. Всего-всего самого-самого лучшего, крепкой любви, благополучия. Ну и, конечно же, верных друзей, которые здесь сейчас собрались. Ну что мы, хорошо, мы с тобой продолжаем нашу прекрасную программу. Как наш народ в этом клубе шестя прекрасно. Вы еще живы или нет?
Across my memory. I got my red dress on tonight, different in the dark and the pale light. Make my hair up really beautiful style. Listen up, feeling alive. Oh my God, I feel it easy. The moments I'm back, I'm sneezing like it's there on me all on fire. I feel it moving, nothing scares me anymore. Kiss me from the fire. По дороге шли три странника. И этим странникам на пути повстречался одинокий хутор. Они туда постучались, им открыл хозяин. Хозяин спрашивает: вы кто такие? Странники отвечают: мы здоровье, любовь и богатство. Впусти нас переночевать. Хозяин говорит: у меня только одно место в доме. Я пойду посоветуюсь со своей семьей. Он пошел советоваться. Больная мать сказала, чтобы он впустил здоровье. Жена сказала, чтобы он впустил богатство. Единственная дочь попросила, чтобы он впустил любовь. Пока они советовались, эти три странника ушли. Сережа, я желаю, чтобы у тебя в доме всегда было место любви, здоровью и богатству. С днем рождения! Я хочу продолжить программу, которой у человека есть такой прекрасный голос. Он должен здесь показать в клубе «Шестя», как он умеет петь просто. Сережа, ты на это согласен? Я всегда Согласен? за. Я всегда за. Ну что, давайте встречаем Илья Паршиков! Сейчас на эту сцену поднимется самый лучший человек на этой сцене, который держит 10 лет. Где вы все, мои хорошие, собираетесь, где вы все влюбляетесь, где вы дарите друг другу счастье, любовь просто. Вот, решил поздравить Сережу Андросенко с этим замечательным днем рождения. Давайте ваши аплодисменты. Александр Павлович на этой сцене. Ну, это незаурядный человек, очень порядочный, очень трудолюбивый. Благодаря только своему труду, я думаю, что Сережа стал сегодня из того, который ходил в 7 класс и работал у меня и администратором, и гардеробщиком, и барменом, и кем только, и посудом. А теперь это уже человек, без которого ЛГБТ Беларусь Не может состояться. Нет, оно просто не состоит. Она просто есть закону. Александр Павлович, можно я дополню ваши слова?
очень приятно то, что у нас есть такой человек, который борется мои куколки, мои парни, мои все мои любимые, который борется за ваши все права. Я хочу ему пожелать много здоровья и больше упорства, чтобы он ни на кого никогда не смотрел. Если говорят говно, да пошли все на 3 веселых клуба, матами ругаться не буду, я же обещала сегодня. Вот и все. Сережа, самое главное, мы тебя любим и любит тебя весь зал. Пойми, ваши аплодисменты. Боже, Сереженька, мы тебя любим. И сегодня для тебя специально мы с Александром Павловичем встали в 4 утра. Купили 2 десятка яиц, 2 килограмма муки. Да вообще мы с Александром Павловичем мы просто устали печь этот торт, который мы для тебя сегодня показали. Ваши аплодисменты, давайте похлопаем. Сережа, Слушай, да, я вижу и директор, и Сережа, забирай, это твое. Это мое. Написано Александр с любовью Павлович, молодец. от клуба Просто «Жестян». молодец. Ой, держи микрофон. Я поехал его есть. Ну что, вот знаете, я хочу на эту сцену вот позвать замечательного человека, которого родила хорошего человека, Сережу Андросенко. И давайте ей просто поаплодируем. Молодец, мама! Это ваши аплодисменты от этого зала. Только вам, моя хорошая. Вам больше аплодисментов. Очень приятно то, что вы гордитесь своим сыном. Большой вам низкий поклон. Я бы поклонилась и поцеловала ваши туфельки. Но просто если я поклоню ваши туфельки, парик упадет и сидит на ход видите. Я просто не могу. Но большое вам спасибо за то, что вы нам родили такого замечательного человека, который борется за права. Никто не разъезжается. Все